Глава 8. Гумилевское открытие Хазарии. Эпиграфы. При всяком шаге историка, не имеющего в руках географии, встречается притыкание. Болтин. Хазария оказалась типично речной страной, расположенной южнее Астрахани, на площадях частично ныне затопленных. Они там жрали рыбу и арбузы, а кочевниками не были. Об этом буду нынче писать. Гумилев. Гумилевское, так сказать, открытие Хазарии невозможно датировать сколько-нибудь точно. То ли это произошло сначала в Уме, а именно в Туруханске в годы войны после письменного разговора с другом Васей Абросовым, то ли в Омском лагере 1953-1955 годы, после получения очередного письма от него же. Во всяком случае, связывать это с началом работы Л.Н. в Институте географии 1962 год не приходится, так как первая экспедиция туда прошла уже в 1959 году. В чем загадка Хазарии? Ответы на какие вопросы хотел найти Л.Н. в упомянутой и последующих экспедициях? Таких загадок было много. Откуда вообще пошли хазары? И на каком языке они говорили? Куда они так же таинственно исчезли, не оставив следов? А главное, где жили сами хазары, когда их царство охватывало почти всю юго-восточную Европу? На востоке оно достигало Хорезма, то есть включало все степи Южного Приуралья. На юге пограничным городом был Дербент, где стена отделяла от хазарских владений Закавказье. На западе хазарским был не только весь Северный Кавказ, но и степи Причерноморья вплоть до Карпат. В упомянутых владениях обитали подданные хазарского царя, камские болгары, мордва, черемисы, вятичи, славяне, поляне. Литература о хазарах была огромной, но не давала ответа на многие вопросы, а особо на главный. Где? Задолго до Л.Н., еще до войны, хазарами начал заниматься Артамонов, учитель и друг Л.Н. Примечание. Об этом свидетельствует и посвящение Гумилевского открытия Хазарии. Мысли и чувства автора, возникшие во время пятилетнего путешествия по Хазарии, как в пространстве, так и во времени, или биография научной идеи, написана в 1965 году нашей эры или в 1000 году от падения хазарского каганата и посвящена моему дорогому учителю и другу Михаилу Илларионовичу Артамонову. Конец примечания. В 50-х годах он раскопал крепость Саркел-на-Дону, считая ее хазарской. До хазар здесь были аланские поселения, а после них русский город Белая Вежа. Саркел позже был поглощен водами Цемлянского водохранилища. Название Хазары было известно еще первому русскому летописцу, но никто не знал толком, кто они и где так называемое ядро Хазарии. От него не осталось никаких археологических памятников. Л.Н. писал, что у хазар было два крупных города – Итиль на Волге и Семендер на Тереке. Но где их руины? Хазары умирали, куда девались их могилы? Хазары размножались, с кем слились их потомки? Примечание. Гумилев. Открытие Хазарии. Москва, 1966 год, страница 11. Конец примечания. Эти вопросы явно выходят на географию, точнее, палеогеографию. Иначе неизбежно самое притыкание, о котором предупреждал русский историк XVIII века Болтин. Примечание. Палеогеография – наука о закономерностях развития географической оболочки Земли и истории взаимодействия природы и человека. Конец примечания. От того, где находилось это ядро, каким был кормящий ландшафт хазар,
зависело очень многое. Диапазон их возможностей и их главное занятие. Если они жили в степи, то, наверное, были кочевниками. Если в долине Волги Ахтубы, то, скорее всего, земледельцами. Куда и почему бесследно исчезла после XIII века Хазария, ставшая какой-то прикаспийской Атлантидой? Когда Л.Н. вплотную занялся этими вопросами, существовало три основных точки зрения в русской советской литературе. Известный востоковед середины XIX века Григорьев считал, что Хазария была неким очагом процветания и цивилизации в море диких кочующих племен, очагом правосудия и веротерпимости. Диаметрально противоположной была позиция нашего современника, академика Рыбакова, одного из главных и штатных оппонентов Л.Н. Он называл Хазарию небольшим полукочевническим государством паразитарного характера, жившим за счет транзитной торговли. Лежала Хазария, по мнению Рыбакова, в Калмыцкой степи, к югу от Сарпинских озер. Отсюда следовал логичный вывод, что хазары были кочевниками. И, наконец, третья позиция принадлежала Артамонову, создавшему капитальнейший труд «История Хазар», научным редактором которого стал Гумилев. Примечание. Артамонов. История Хазар. Ленинград, 1962 год, страница 37. Конец примечания. Еще во введении учитель выразил Л.Н. благодарность за результаты пока еще не опубликованных исследований. Книга Артамонова – фундаментальный труд с обширным историографическим введением, со ссылками на сотни авторов, от Иосифа, царя Хазарского, до академика Дмитрия Сергеевича Лихачева, с огромным количеством иллюстраций. Вопросы истории Хазар в 50-е годы были достаточно острыми в СССР. Им была посвящена статья об одной ошибочной концепции Иванова в «Правде», 1951 год, и целый сборник под характерным в ту пору названием «Против вульгаризации марксизма в археологии», 1953 год. После этого, как деликатно замечает Артамонов, имело место некоторое замешательство в разработке вопросов истории Хазар. Примечание. Артамонов. История Хазар. Ленинград, 1962 год. Страница 37. Конец примечания. В его книге должен был содержаться некий ответ критикам. История Хазар, вероятно, в силу этих же причин, сильно задержалась. В основном она была завершена еще до войны, а вышла лишь в 1962 году. Правда, в 40-х-50-х годах Михаил Илларионович возглавил ряд экспедиций на Дону и в Дагестане и смог получить новейший археологический материал. Примечательно, что фундаментальную книгу Артамонова даже в 60-е годы стало возможным опубликовать только в Ленинграде, где он был в то время директором Эрмитажа, в издательстве которого монография и увидела свет. Причины этого в тематике книги. Во-первых, она напрямую задевает прошлое России, версию происхождения нашего народа, а во-вторых, поднимает проблему хазарства и еврейства. Первая книга по этой тематике вышла в Израиле еще в 40-х годах. В 1954 году издал книгу о Хазарии, опережая Артамонова, американский ученый Данлоп. Правда, она была посвящена лишь одному аспекту проблемы и озаглавлена «История еврейских хазар». Идеологическая линия этой работы проявлялась в том, что хазарам приписывалась роль спасителей Европы и христианской цивилизации от арабов. Примечание. Новосельцев. Хазарское государство и его роль в истории Восточной Европы и Кавказа. Москва. Наука, 1990 год. Страница 53. Конец примечания. Примечательно, что после выхода упомянутого труда Данлопа
в американской научной печати появление статей Артамонова о хазарах стало невозможным. Монополия на истину там работала ничуть не слабее, чем у нас. Профессор Артамонов, будучи археологом, старался поддержать старые российские традиции изучения хазарской проблемы, но большинство археологов в 70-е и 80-е годы эти традиции практически утратили. Примечание. Новосельцев. Хазарское государство и его роль в истории Восточной Европы и Кавказа. Москва. Наука. 1990 год. Страница 3. Конец примечания. Книга Артамонова исключительно честная, объективная. Основная идея ее состоит в том, что не надо преувеличивать роль хазар в образовании русского государства, но и не надо отрицать их исторического значения. Как мы теперь знаем, книга писалась в стол и отличается крайней неидеологизированностью. Историки говорят, что археологи иногда недооценивают значение письменных источников. Несмотря на то, что Артамонов возглавил много известных и успешных археологических экспедиций, а будучи директором Эрмитажа и сам направлял их, ни о какой недооценке других источников в книге нет и речи. Он блестяще владел самой современной по тому времени западной литературой. В 1959 году Артамонов предложил Л.Н. ехать на берега Волги и отыскивать там столицу Хазарии. Эту экспедицию Л.Н. описал в своей книге «Открытие Хазарии». Она, резко отличаясь от сухонаучных хунну и древних тюрок, была написана на одном дыхании, весело и мастерски. Перед нами уже опытнейший популяризатор науки в лучшем смысле этого слова, мастер своего дела. Характер изложения определялся самим сюжетом, экспедицией, а не кабинетным поиском, чувством воли и радостью, так сказать, полевого сезона. Это была первая поездка Л.Н. после Омлага, да еще начальником экспедиции. Все было прекрасно. И красота Волжской дельты, и встречи с хорошими людьми, добровольными помощниками. Влияли на весь настрой Л.Н. молодые сотрудники, веселые, жизнерадостные, создававшие особый дух экспедиции. Одним из них был студент Геля, позже выполнявший самые ответственные исследования с аквалангом у Дербентской стены. Ныне он доктор исторических наук Прохоров. Примечание. Заметим, что он сам не менее живо описал экспедицию 1961 года. Прохоров. Как Лев Николаевич отыскивал Хазарию. Мера. 1994 год, номер 4, страницы 144-157. Конец примечания. В разведке 1962 года участвовал также молодой, веселый и заводной Женя Сидоренко, историк по профессии, референт ректора ЛГУ. Эйфория работы в поле выливалась в письмах Л.Н. к Савицкому. В 1959 году, возвратившись из неудачной экспедиции, Л.Н. писал: «Я неделю провел в стольном городе Сарае, хранящем следы страшного разгрома от удальцов Тимура. Как было приятно вдохнуть степной воздух, походить по барханам, сидеть под могучими ивами в 3 обхвата на берегу реки Ахтубы, поговорить по-татарски, хотя я почти забыл разговорный язык. Нашли мы сарматские погребения, раздутые ветром, печенежскую керамику, много монет. Хочется описать вам один маршрут на лодке», продолжает Л.Н. «Мы вышли в 9 часов утра и против течения поднялись по Ахтубе до протоки, которую собирались обследовать. Течение там сильное, и мои напарники сразу натерли мозоли от весел. Затем мы поплыли по протоке вверх, просматривая берега. А она велась, как змейка, и когда мы достигли ее конца, наступила глубокая ночь, к счастью, лунная.
Тут мы потеряли ориентировку, ибо там сходились две протоки и сама река. Бросали в воду спички, чтобы определить направление течения, но только выйдя на стрежень, разобрались. Мы были голодны и уже очень устали, но путь был только один — гнать изо всех сил вниз по течению, стараясь не попасть на мель. Помогла луна. Вернулись мы домой в 3 часа ночи, сделав без отдыха около 50 верст, еле живые, так как под конец стало холодно. Но, несмотря на это, ночная река в лунном серебре, окаймленная ивами, была восхитительна. А когда мы сделали получасовой привал и вскипятили на костре крепкий чай, к которому не было ни сахара, ни хлеба, по нашей российской беспечности, то не только я, а все оценили счастье путешествующих. Примечание. Письмо Гумилева Савицкому, 8 октября 1959 года. Уже в январе 1960 Гумилев предвкушает следующую экспедицию на берег Каспийского моря, в коренные земли хазар. «Надеюсь», — писал Л.Н., — «что она прояснит хазарскую проблему». Примечание. Письмо Гумилева Савицкому, 28 января 1960 года. Осенью краткий отчет летит из Астрахани в Прагу. Я только что вернулся из Хазарии, то есть Дельты, и опять уезжаю в степь Половецкую. О находках и результатах я сообщу вам особо, так как я суеверен и до конца работы не позволяю себе делать выводы. Примечание. Письмо Гумилева Савицкому. 1 сентября 1960 года. Конец примечания. Глава 8. 1. История выходит на географию. Каспий. Кроты, профессионалы и любители. Эпиграф. Ученые похожи на кротов, которые зарываются в свои ямы все глубже и глубже, а факты прямо выкладывают на поверхность. Вот и надо другим настоящим ученым ходить между этими фактами, собирать их, иногда спускаться в эти норы, а главное — собирать и анализировать их и делать выводы. Тур Хейердал. В 1962 году в журнале Географического общества СССР появляется статья никому неизвестного автора, по-новому ставящая вопросы периодических изменений климата, разного увлажнения гумидной и аридной зон. Автор не из Москвы, не из Ленинграда, званиями не отягощен, и, естественно, никто из академических титанов не обратил внимания на статью. Примечание. Абросов. Гетерохронность периодов повышенного увлажнения гумидной и аридной зон. Известие ВГО, 1962 год, страница 4. Конец примечания. Через 4 года происходит, казалось бы, абсолютно не связанное с этим событие, замеченное лишь любителями истории. Выходит книга уже титулованного, доктора исторических наук, Льва Гумилева «Открытие Хазарии». Примечание. Гумилев «Открытие Хазарии. Москва. 1996 год». Конец примечания. Тираж по тем временам невелик, 15 тысяч. Географиз выпускал и не такие. Обложка мягкая, бумажная, цена 57 копеек. Популярщина? Она тоже проходит абсолютно незамеченной специалистами по Каспию. Прошло 30 лет. Достаточно для проверки на прочность любых гипотез, тем более, что это были бурные, полные гигантских, поистине глобальных перемен годы. Уже забываются и кажутся мелкими промежуточные коллизии начала-середины 80-х годов. Как давно это было? Между тем, начало перестройки совпало с диким, выдвинутым еще раньше, проектом века. Скромные авторы сами придумали такой титул. Проект предусматривал
переброску части стока северных рек европейской части СССР в бассейн Волги, чтобы приостановить якобы катастрофическое падение уровня Каспия. Родился он в Институте водных проблем Академии наук СССР, а толкачом было мощнейшее монстрообразное ведомство Гипроводхоз с его миллионным штатом по всей сети станций и институтов и миллиардным бюджетом. За проект были АН СССР, ГКНТ и Госплан. Против разрозненные, никак не организованные, не было в ту пору никаких зеленых, ученые, писатели, отдельные практики, понимавшие всю порочность переброски. В основном они писали письма, даже прорывались в прессу. И произошло чудо. Произошел действительный поворот, но не поворот рек, а реальный, редкий поворот власти в сторону общественного мнения. Залыгин, один из борцов, так и назвал тогда свою брошюру. Власть отказалась от проекта, и это было решением правительства во главе с Николаем Рыжковым. В отличие от главного перестройщика, он понимал в экономике, понимал и в жизни. Но какое отношение все эти коллизии имеют к нашей теме? Оказывается, самое прямое. Дело в том, что большая наука, истинная, часто неброская, творимая теми самыми кротами, о которых говорил Тур Хейердал, как правило, игнорировалась официальной, работая как бы для себя. Между ней и богатой финансами и оборудованием ведомственной, так сказать, наукой, тот же Гипроводхоз с его сетью по стране, огромный разрыв, совсем разное мироощущение, пропасть. Вверху просто не хотели не то что анализировать, но и замечать находки кротов. Еще в 1962 году Абросов четко писал о циклах подъема и спада уровня Каспия, об асинхронности циклов Каспия и Арала. Трудно читать специальную литературу. Возможно, но прочитали хотя бы популярную книжечку Гумилева с четким графиком колебаний уровня Каспия в прошлом. Примечание. Гумилев. Открытие Хазарии. Москва. 1996 год. Страница 64. Конец примечания. В другой незамеченной статье малоизвестного ученого Афанасьева в 1967 году было предсказано, что последняя четверть XX века станет временем подъема Каспия. Ошибся автор всего на пару лет, то есть дал поразительно точный прогноз. Но и этой статьи никто не заметил, поскольку за проектом века стояли большие деньги, титулы, награды. Жизнь подтвердила правильность кротовых прогнозов. Уровень моря за эти годы повысился на 2 с лишним метра, вместо добавки каких-то жалких 12 миллиметров за счет получения намечавшихся к переброске 6 кубических километров волжской воды. Сейчас приходится думать, как защитить от затопления уже не пляжи, а дороги, посевы, города. Проблема Арала тоже один из эпицентров степной трилогии ЛН. Официальной терминологией времен катастройки по Зиновьеву она была обозначена как еще одно преступление авторитарного режима. Простенькие объяснения страшно удобны и живучи. Навязывание колониальной формы хлопководства, усыхание Арала, вымирание каракалпаков. Увы, это написано учениками ЛН. Между тем, сам ЛН писал, что когда-то и без колониальной формы хлопководства Арал мелел, и сильно, даже сильнее, чем при так называемом авторитарном режиме. Это происходило почему-то в годы подъема Каспия. Об обмелении Арала говорит римский историк IV века нашей эры Аммиан Марцелин. По его данным, Аральское море в III веке превратилось в болото Оксийское, то есть весьма обмелело. Примечание. Шнитников.
изменчивость общей увлажненности материков северного полушария. Записки ГО СССР, том 16, Москва-Ленинград, 1957 год, страница 278, конец примечания. Не слишком ли мы сильно переоцениваем воздействие человечества? В 90-е годы раздаются трезвые голоса. Академик Николай Шило, Институт геологии рудных месторождений РАН, уже не скажешь, что любитель. Очень спокойно, без заявок на сенсацию, касаясь проблем Каспия и Арала, приходит к правильному выводу об асинхронности подъемов и спадов Арала и Каспия. Правда, в начале своей газетной статьи Шило берет очень скромные, приближенные к нам временные пределы. Он указывает, что уровень Каспия понижался примерно с 1927 года. В 1975 году, еще не найдя стройного объяснения, он сделал примерные расчеты и предсказал, что уровень Каспия вот-вот начнет снова повышаться. Примечание. Общая газета, 1996 год, номер 11. Конец примечания. Оказывается, что и внутри большой науки есть свои перегородки. Шило не знал давнего прогноза, по которому перелом тенденций должен произойти как раз где-то около 1975 года. Показательно, что когда академику нужно было найти более долгосрочные тенденции, не с 1927 года история Каспия идет, он прибегает к свидетельствам Петровского времени. Шило обращает внимание на сделанные одним географом времен Петра I записи. В них рассказывалось о том, где проходила в то время граница берега, а также утверждалось, что в районе нынешнего Дербента в III веке нашей эры у самой воды были построены защищавшие от набегов гуннов крепостные стены, остатки которых обнаружены в воде. Академик делает правильный вывод. Колебания уровня Каспия идут уже много веков. Их нельзя связывать с техногенной деятельностью человека. Примечание. Общая газета, 1996 год, номер 11. Конец примечания. Но об этом говорили Абросов и Гумилев, и многие другие давным-давно. Лев Николаевич думал над этим еще в Омлаге. Но идея родилась у друга Васи, Абросова, о котором я уже говорил выше. Примечание. Подробнее о нем в рассказах Белавской и Прохорова. Мера, 1994 год, номер 4, страницы 103-106, 109-111, конец примечания. Конечно, и у Абросова эти идеи родились не на пустом месте. Он много читал и много работал, и, что удивительного, провинциальный ученый смог опубликовать 3 книги и около 40 статей. Примечание. Озеро Балхаш, Ленинград, наука, 1973 год. Зональные типы лимногенеза, Ленинград, наука, 1982 год. Видообразование в озерах, Москва, наука, 1987 год. Вторая монография до сих пор служит теоретической основой докторских диссертаций. Сам же Абросов доктором, увы, не стал. Конец примечания. В подготовке монографии по Балхашу она не потеряла своего значения, и поныне ему помогал замечательный ленинградский ученый профессор Арсений Владимирович Шнитников, крупнейший специалист по ритмам на Земле, многовековым и внутривековым. Главным, что Л.Н. взял у Абросова, явилась идея гетерохронности. Проблема увлажнения Евразии была им разработана на примере Балхаша и сформулирована в упомянутой выше статье «Гетерохронность периодов повышенного увлажнения гумидной и аридной зон», опубликованной в престижном в ту пору журнале Географического общества СССР. При всей скромности, Абросову было обидно, что статья прошла почти незамеченной. В письме к Прохорову он делится своими огорчениями.
Когда в начале нашего века Берг проделал все это с Аралом, то географическое общество присудило ему за это большую, тогда Константиновскую, золотую медаль. Несмотря на то, что после классического труда Берга такую работу, кроме меня, еще никто не проделал с другим озером, я вряд ли могу рассчитывать даже на похвальную грамоту географического общества. Примечание. Мера, 1994 год, номер 4, страница 105. Конец примечания. Провинциал, скромный работник в Ниорх в Великих Луках Абросов, не получил и такой грамоты. Примечание. В Ниорх. Всероссийский научно-исследовательский институт организации рыбного хозяйства. Конец примечания. К тому же, когда писалось это письмо, его уволили и из НИИ. Он служил уже ихтиологом в рыбинспекции. Далеко от столиц работают тихо, неспешно, солидно, а идеи рождаются никак не менее богатые, чем в кабинетах академических институтов. Все эти сюжеты Абросов прокручивал, что называется, давно. Их отзвуки находят место в его письмах из Торопца в Омлак, другу Леве. В.Н. излагал свое, а Л.Н. жадно впитывал. Какая-то интуиция подсказывала ему там, чем надо заниматься. «Тряпки мне не нужны», — писал Гумилев Абросову. А из книг хотелось бы иметь более или менее живописное описание природы и географии Центральной Азии, то есть Монголии, Синьцзяна и бассейна Хуанхэ. Что-то существенное уловил Н.Н. еще в лагере. Судя по всему, линия на географию продолжалась. «Я очень тебе благодарен», — пишет он другу Васе, «за присланные мне справки. Кое-что может быть использовано, например, режим Хуанхэ. Взгляды академика Бера сейчас устарели». Примечание. Письмо Гумилева Абросову, 25 января 1955 года. Мера, 1994 год, номер 4. Конец примечания. Заметим, что упомянутую идею Абросов сообщил Л.Н. за 7 лет до его собственной публикации. Вот как тогда поступали друзья. Гетеросинхронность уровней Каспия и Арала, писал Л.Н. 3 марта 1955 года Абросову, можно использовать для восстановления картины вариаций климатических колебаний, ибо, что бы покойный Берг не утверждал, а усыхание за последние 1000 лет во внутренней Азии налицо. Примечание. Письмо Гумилева Абросову. 3 марта 1955 года. Мера, 1994 год, номер 4, страница 116. Конец примечания. Необходимо заметить, что позиция академика Берга была достаточно жестокой. Он утверждал, что ни о беспрерывном усыхании Земли со времени окончания ледниковой эпохи, ни о беспрерывном усыхании в течение исторического времени не может быть и речи. Примечание. Берг. Климат и жизнь. Москва, 1947 год, страница 87. Конец примечания. Этого нельзя отнести за счет 13-летних колебаний и даже 40-летних, писал Л.Н. в только что цитированном письме к Абросову. Если это цикл, то с огромной амплитудой. Соображения Берга я знаю, они критики не выдерживают. Но надо учесть, что процесс усыхания касается районов между меридианами Памира и Хингана, то есть к северу от цепи Гималаев. С чем это связано, я сказать не могу. Это дело климатолога. Но уточнить хронологию увлажнений в субатлантический период может и историк. Вопросов уйма, и они таковы, что ни историк без географа, ни географ без историка не разберутся. Необходимо построить мост между науками, а не удаляться в дебри спекулятивной философии. Л.Н. признает приоритет и ценность идей
друга Васи. Твои соображения о гетерохронных колебаниях климата представляются мне весьма справедливыми и основательными. Если бы на этом принципе удалось построить периодизацию климатических колебаний, то историческая география Азии сдвинулась бы с мертвой точки. В письме от 26 августа 1955 года Гумилев сообщает Абросову свои мысли о периодизации. «Теперь я историю с нужной точностью знаю и нашел следующее. Пункты кульминации аридного климата имеют период около 800 лет. Кульминация аридного периода – 5 век до нашей эры, кульминация увлажнений – 1 век до нашей эры, кульминация аридного периода – 3 век нашей эры, кульминация увлажнений – 7 век нашей эры, кульминация аридного периода – 12 век нашей эры, кульминация увлажнений – 15 век нашей эры, кульминация аридного периода – 19 век нашей эры, кульминация увлажнений – 23 век нашей эры. Из этой периодизации Элен делает важный вывод. За исключением последней даты, данной экстраполированно, все остальные совпадают со степенью напряженности исторических событий. Примечание. Письмо Гумилева Абросову, 26 августа 1955 года, Мера, 1994 год, номер 4, страница 130. Конец примечания. Мы далеко ушли от экспедиций 1959-1961 годов, но без этого ретро непонятны были бы огорчения и успехи друзей. Опять многое вернулось к другу Васе, хотя он никуда на юг не ездил. Вопросы к нему возникли после провальной экспедиции в дельту Волги в 1959 году. Полагается возвращаться не с соображениями или выводами, писал огорченный Л.Н., а с вещами, скелетами и планами городищ. А тут ценной находкой был только один черепок, вынутый из слоя. Примечание. Гумилев. Открытие Хазарии. Москва, 1966 год, страница 29. Но оценить черепок смог опять же Василий, когда услышал о датировке нижневолжского аллювия керамикой X века. Его реакция была неожиданной. «Ты сам не понял значения твоей находки», – писал он Гумилеву. Л.Н. подробно рассказывает о концепции Абросова, которая стала гумилевской и фигурирует во многих его работах о Великой Степи. Естественно, кроме самых первых, когда он просто не знал абросовского объяснения. Я не пытаюсь сделать из читателя климатолога или физика атмосферы, но и Л.Н. не был таковым. Для простоты нужно начать с карты, которая, конечно, многое упрощает, но главную идею передает наглядно. Любой, кто смотрит телепрогнозы погоды с картой, заметил, что теплый воздух, непогода, дожди, циклоны идут к нам в Санкт-Петербург, Москву, вообще на европейскую часть России с запада, с Атлантики. Циклоны стремятся на восток, но их пути ограничены максимумами высокого давления, шапкой холодного воздуха над Арктикой с севера и так называемой атмосферной башней над Сахарой с юга. Поскольку солнечная активность меняется, этот затропический, так сказать, максимум высокого давления может расширяться к северу и сдвигать на север ложбину низкого давления, дорогу циклонов. Возможны, конечно упрощенно, 3 основных варианта их пути, а значит 3 комбинации увлажнения. Нас сугубо прагматически, почему и смотрим сводки погоды, интересует европейская часть, пути циклонов над ней, а Гумилева интересовали возможные пути над Азией. Вариант 1. Солнечная активность низка. Циклоны идут по южному маршруту,
Средиземное, Черное моря, Северный Кавказ, Казахстан и далее задерживаются горами Алтая и Тянь-Шаня. Дожди, оживление степи, наполнение водой Арала и Балхаша, туда текут степные реки, сохнет Каспий. В лесной полосе мелеют реки, сохнут болота. Севернее сильно замерзают Белое и Баренцево моря. Это, пожалуй, оптимальное положение для развития производительных сил во всех зонах Евразийского континента, замечает Л.Н. Примечание. Гумилев. Открытие Хазарии. Москва, 1966 год. Страница 30. Конец примечания. Вариант второй. Солнечная активность усилилась. Дорога циклонов сдвинулась на север и прошла по Франции, ФРГ, Средней России, Сибири. В результате степи сохнут, Балхаш и Арал мелеют, Каспий, что называется, набухает, так как в бассейне Волги выпадает много осадков. Вариант третий. Еще большая солнечная активность. Дорога циклонов сместилась далее на север. Теперь она проходит через Шотландию, Скандинавию, к Белому и Карскому морям. Степь превращается в пустыню. Суховей оттуда врывается в лесную зону. На севере тают льды Белого, Баренцева и даже Карского морей. Мелеет Волга, мелеет Каспий. Идея связи между процессами на Каспии и в Арктике не нова. Академик Берг в 40-х годах задавал вопрос, чем вызывается совпадение между потеплением в Арктике и понижением уровня Каспия? Но, по сути, не отвечал на него, если не считать ответом ссылку на то, что Каспий получает 80% всего притока речной воды из Волги. Примечание. Берг. Климат и жизнь. Ленинград, 1947 год, страница 93. Конец примечания. Схема ЛН проста, несколько абстрактна, а главное не отвечает на вопрос, какова продолжительность этих периодов. Можно попытаться идти от обратного, от истории. Даты расцвета кочевых государств известны за 2 тысячелетия, а через них восстановить природные условия прошлого. Этническая среда в этом случае как индикатор изменений природной среды. У Гумилева и Абросова получалось, что продолжительность периодов равна 2-5 векам. Разброс достаточно большой, вывод спорный, но кое-что позволяет объяснить, например, в Хазарии. Никому раньше, да и самому Л.Н. в 1959 году, не приходило в голову искать остатки древней Хазарии в пойме или дельте Волги, поскольку они затопляются при каждом половодье, а не только в периоды высокого уровня Каспия. Жалкая, так сказать, находка 1959 года, черепок хазарского времени, находился под заносами, а значит, уровень Каспия поднялся после гибели хазарского каганата, и искать надо на низких местах в дельте. Абросов посоветовал Л.Н. попытать счастье на Беровских буграх. Примечание. Названные в честь русского естествоиспытателя Карла Бера небольшие возвышения в дельте, не покрывавшиеся водой и при подъеме Каспия. Конец примечания. Л.Н. и спрашивает у своего доброго учителя Артамонова разрешение на новую экспедицию. «Охватим Хазарию со всех сторон», — говорит он. Примечание. Гумилев. Открытие Хазарии. Москва, 1966 год, страница 33. Конец примечания. В 1960 году дела пошли успешнее. На бугре Степана Разина, каждый бугор имеет свое название, Л.Н. обнаружил скелет Хазарина. Верхней датой останков мог быть XIII век.
но более реальной первое тысячелетие нашей эры, то есть время, когда в дельте Волги жили именно хазары. Позже таких находок стало много, и почти все они были обнаружены или на буграх, или просто в дельте Волги. Уже из Питера Л.Н. радостно сообщил другу Васе. Артамонов осмотрел привезенный материал и признал его хазарским. Примечание. Мера, 1994 год, номер 4, страница 149, конец примечания. Уровень Каспия в ту далекую пору, VI век, стоял на абсолютной отметке не выше 32 метров. Но это еще предстояло доказать, а доказав, воссоздать точную карту древней Хазарии. Дельта Волги простиралась гораздо дальше к югу, чем сейчас, а область обитания хазар была больше территории Нидерландов. По ландшафту и микроклимату Хазария резко отличалась от окружавших ее сухих степей. По зеленым лугам текли неглубокие речки, окаймленные ивами и камышом. Протоки были полны рыбы и птицы, заливные луга служили прекрасным пастбищем для скота. Все благоприятствовало садоводству, виноградарству и земледелию. Примечание. Алексин, Гумилев, «Степная Атлантида». В сборнике «Гумилев. Открытие Хазарии. Москва. 1996 год», страницы 232-233. Конец примечания. Но режим Каспия определил не только расцвет Волжской Хазарии, он же обусловил и закат прикаспийской Атлантиды. Итальянский географ XIV века Марино Сануто писал: «Каспийское море год от года прибывает, и многие хорошие города уже затоплены». Примечание. Гумилев. Где стоял Итиль? В сборнике «Гумилев. Открытие Хазарии. Москва, 1996 год», страница 229, конец примечания. Каспий поднялся на 12 метров. Новая отметка была 20 метров. Этот подъем был связан именно с изменениями движения циклонов. В результате дельта была залита. Часть ее превратилась в камышовые джунгли. Под водой оказались земли, где были хазарские села и нивы. Да и в пойме Волги, Ахтубы, весенние паводки при новом уровне Каспия уничтожили большинство следов хазарских поселений. Волга стала многоводной. Русские ладьи с мелкой осадкой смогли пробиваться через дельту в Каспий, и тогда и произошло отмщение неразумным хазарам. Вот почему страстное желание найти столицу Итиль осталось лишь желанием. Примечание. По мнению Новосельцева, Атиль. Новосельцев – современный специалист по Хазарии. Конец примечания. После всех поисков в пойме Ахтубы и в дельте Волги Л.Н. честно признавал, остров, на котором мог помещаться дворец Хагана, подмыт. Не здесь ли располагался древний Итиль? Скорее всего, здесь. Примечание. Гумилев. Где стоял Итиль? В сборнике «Гумилев. Открытие Хазарии. Москва, 1996 год». Страница 229. Л.Н. учился всегда, и после первых экспедиций в дельту Волги он жадно впитывал все, что написано географами о ритмах в природе, об уровне Каспия в разные эпохи, читал классиков, но не всегда соглашался с ними. К ним в ту пору принадлежали уже упомянутый Шнитников с его концепцией чередования влажных и сухих периодов, президент географического общества академик Берг с его работами по уровню Каспия с середины XIV века. Кроме того, существовали климатологи, которые подчас имели отличное от Л.Н. мнение. Самопроверкой для Л.Н. была серия статей «Ландшафт и этнос», опубликованных в Вестнике ЛГУ
в 1962-1966 годах и вызвавших большой интерес. К ним следует отнести и доклад, сделанный Л.Н. в Географическом обществе СССР после экспедиции в дельту Волги. Если вспомнить полемику вокруг Хунну в Эрмитаже, то здесь обстановка была совсем иной, куда более дружеской. Помогали сами стены. Здесь Л.Н. возглавлял отделение этнографии, здесь проходили его публичные лекции. Большой зал, рассчитанный на 250-300 слушателей, часто был переполнен. Помогали, вероятно, и воспоминания, особенно о площадке на втором этаже. Чем знаменита эта площадка, думается, Л.Н. знал, так как собирал и хранил в памяти все, связанное с отцом. До революции в зале на втором этаже проходили заседания религиозно-философского общества. Вот что вспоминает известный философ Бахтин об одной из своих встреч с Николаем Гумилевым, с которым он познакомился в религиозно-философском обществе. До этого он видел его там один раз перед самой войной, а второй раз, когда тот приезжал с фронта на побывку. Бахтин рассказывает, что как-то раз он стоял на лестничной площадке второго этажа и курил. Там была и Ахматова. Вдруг она воскликнула: «Гумилев здесь!» и стремительно сбежала вниз. Бахтин пошел следом и увидел военную фигуру, прекрасную фигуру. Это был Гумилев. Великолепный, великолепный Гумилев. Примечание. Беседы Дувакина с Бахтиным. Москва. Прогресс, 1996 год. Страница 101. Конец примечания. Воспоминания согревали. Но сын был на докладе экзаменуемым, а не героем с фронта, как отец. Он волновался. Л.Н. писал, что никогда нельзя быть уверенным в успехе. Примечание. Гумилев. Открытие Хазарии. Москва, 1966 год. Страница 68. Конец примечания. Синклит собрания был действительно мощный. Сам Шнитников, директор главной геофизической обсерватории Будько, позже академик, старый знакомый от археологии Руденко, известный физик, друг по омскому лагерю профессор Козырев. Все прошло хорошо, по-деловому. Возражений против принципа и методики не было, писал потом Л.Н. Примечание. Гумилев. Открытие Хазарии. Москва. 1966 год. Страница 68. Конец примечания. Через несколько лет географы на самом высшем уровне и президент ГО СССР академик Колесник окончательно признали Л.Н. своим. Академик отметил, что он создал основы географа археологического и историко-географического направлений. Примечание. Вестник ЛГУ, 1972 год, номер 24, страница 166. Конец примечания. Немного позже президент географического общества напишет о гумилевских статьях по этносу. Все в этих статьях ново и подкрепляется множеством красочных и ярких примеров. Эта оценка открывала Гумилеву дорогу в Дербент для точного определения уровня Каспия при хазарах. Несмотря ни на что, Дербентская эпопея – это одно из самых любимых наших воспоминаний, писал Л.Н. в 1960 году. Примечание. Гумилев. Где стоял Итиль? В сборнике «Гумилев. Открытие Хазарии. Москва. 1996 год». Страница 229. Конец примечания. Если взглянуть на физическую карту западного Прикаспия, то видно, что Дербент – особое ключевое место развития. Севернее него выгоревшая степь, южнее склоны холмов, отроги Кавказского хребта, ближе всего подходящие здесь к Каспию, Хазарскому морю. Это узкие ворота на юг, Закавказье.
В VI веке ворота были замкнуты мощным крепостным сооружением, построенным персидским шахом Хосроем Нуширваном для защиты от северокавказских кочевников, многократно проходивших по этому пути с набегами. Легенда о причастности к этому сооружению Александра Македонского остается легендой, и время не то, и маршрут его пролегал куда южнее. Сюда приехали Л.Н. и Геля, пройдя перед этим жесткую школу тренировок с аквалангами в Ленинграде. Л.Н. в ту пору было уже 49 лет. Крепость интересовала Гумилева по двум причинам. Во-первых, было известно, что это VI век, то есть определенно и точно время хазаров. Во-вторых, крепостная стена уходила в воду, и Л.Н. хотел проверить по Дербентской стене уровень стояния Каспия в VI веке. Примечание. Прохоров. Как Лев Николаевич открывал Хазарию. Мера, 1994 год, номер 4, страница 151. Конец примечания. Этого до Л.Н. не сделал никто. Все рассуждения Берга об уровне Каспия в далекие времена ограничивались началом XVIII века, а догадка про X век, как мы уже видели, была неудачной. Если бы исследование удалось, то это позволило бы выйти на определение границ Хазарии на Нижней Волге. Арабские географы IX-X веков утверждали, что крепостные стены на севере и юге продолжаются и в море, огораживая с двух сторон защищенный порт, в устье которого была протянута цепь, закрывающая вход наглухо. Но для чего надо было тянуть стену в море? Географ Аполлов объяснил, почему это было сделано. В 1587 году, когда уровень моря понизился, караван, шедший с севера, остановился у стены на ночлег, чтобы утром, когда откроют ворота, идти дальше через город. Однако утром привратники убедились, что караван верблюдов обошел стену в воде. После этого Аббас I приказал соорудить в море большую башню и соединить ее с берегом стеной, чтобы их не могли обойти верблюды. Примечание. Аполлов. Доказательства прошлых низких стояний уровня Каспийского моря. Вопросы географии, 1951 год, страница 138. Конец примечания. Никакого продолжения южной стены наши исследователи не нашли, а значит, замыкание порта цепью было мифом. Началось детальное исследование северной стены. Там, под водой, на глубине 3,5 метров, были обнаружены огромные сасанидские плиты, лежащие на боку, а от берега было больше 200 метров. На глубине 4 метров был найден черепок амфоры, облепленный ракушками. Что это значило? Гумилев пишет: это был фрагмент точно такого же сосуда, который мы находили вкопанными в землю вдоль стены, где они служили водохранилищами. Значит, в VI веке в воде нуждались на том месте, где теперь плещется море. А если так, мы нашли то, что искали. Уровень моря VI века. Примечание. Гумилев. Открытие Хазарии. Москва. 1966 год. Страница 86. Конец примечания. Абсолютная отметка Каспия в конце VI века была минус 32 метра, а в середине X века вода стояла гораздо выше, минус 29,5, минус 28,5 метра. Так как другая крепость, построенная в Баку в 1234 году, Караван-Сарай, находилась на том же уровне. Примечание. Гумилев. Открытие Хазарии. Москва. 1966 год. Страница 88. Конец примечания.
Это давало ключ к загадкам Хазарии, к ее распространению и ее гибели. А как же с нераскрытым местом Итиля? Решением этой проблемы Л.Н. занялся в 1963 году во время работ на Тереке. Артамонов считал, что первая столица Хазарии, Семендер, находилась в центре равнины, на которой стоит современный Кизляр. Там и начал искать Л.Н. Правда, вначале неудачно. Прежде всего, в одной из стариц была обнаружена крепость Шамиля, затем крепость Терки у самого Кизляра, относившаяся к Петровскому времени. Наконец удалось найти что-то похожее на Саркел, который молодой Л.Н. видел в далеком 1935 году. Крепость, ров, куда когда-то поступала вода из Терека, керамику VIII века. Стена крепости была сложена саманным кирпичом, похожим на саркельский. Только в Ленинграде, после консультации со специалистами по крепостной архитектуре, Л.Н. убедился, что эта крепость у станицы Шелковской, хазарская, и относится она к VIII веку. Следовательно, это Семендер, Самандар, саманные ворота, построенный в VI веке персидскими инженерами и являвшийся самым большим городом Хазарии. Его сады и виноградники знал весь Ближний Восток. Здесь подъем уровня Каспия не имел никакого значения. Хазарский этнос в Дагестане распался на христианскую, терские казаки, и мусульманскую, астраханские татары, части. Потомки хазар остались, но этническая система исчезла, писал Л.Н. Примечание. Гумилев. Древняя Русь и Великая Степь. Москва. 1989 год. Страница 50. Конец примечания. Следует заметить, что позже, в конце 60-х, начале 70-х годов, появились статьи востоковедов Виноградова и Котовича, поставившие под сомнение, что Гумилевым был открыт именно Семендер. Заведующий кафедрой этнологии СПбГУ профессор Гадло полагает, что эта крепость играла роль лишь сезонной ставки хазарского военачальника. Но думается, что будут высказаны еще и иные точки зрения, как бывает в археологии, и вряд ли это что-нибудь изменит в общей оценке хазарских подвигов Л.Н. Примечание. Гадло. Этническая история Северного Кавказа X-XIII веков. Санкт-Петербург, 1994 год, страница 40. Конец примечания. Но тогда Л.Н. торжествовал. Он пишет статьи всюду, и теперь их печатают. Еще бы, открытие доказано. Моя статья «Хазария и Каспий» переведена на английский язык и опубликована в американском журнале Soviet Geography. Я горд, как павлин. Примечание. Прохоров. Как Лев Николаевич открывал Хазарию. Мера. 1994 год. Номер 4, страница 156. Конец примечания. В библиотеке Русского географического общества с той поры находится его статья «Изменение уровня Каспия», 1965 год, напечатанная во французском журнале «Cahiers du monde russe et soviétique», 1966 год, снабженная дарственной надписью автора. Караим-востоковед Семен Шишман пишет ему из Парижа: «Если раскопки подтвердят ваши безупречные, как мне кажется, гипотезы, вы будете хазарским Шлиманом, и перед наукой откроется новый мир, так основательно забытый». Примечание. Семен Шишман. В архиве Л.Н. целая пачка его писем. Интересно, что он узнал адрес Л.Н. через Андреева, знакомого Савицкого. Письмо Шишмана Гумилеву, 31 декабря 1966 года. Конец примечания.
Савицкий настаивал на дальнейшей разработке открытия ЛН. По части Семендера надо сделать больше, чем до сих пор было сделано. Ведь это же исключительное открытие. Нельзя ограничиваться сбором с Земли, да и то весьма частичным. Примечание. Письмо Савицкого Гумилеву, 25 июня 1964 года. Конец примечания. Эйфория, однако, не мешала ЛН работать дальше. Глава 8. Второе. И снова гетерохронность. От Каспия к глобальности. Итак, открыта древняя столица загадочной Хазарии. Установлен уровень Каспия в VI веке. Написана хорошая, популярная книга. Но работа, начатая широким выходом в географию, дает и другие плоды. Проблему взаимовлияния ландшафта и этноса в самые разные исторические эпохи. Одним из методов Гумилева становится составление хронологических таблиц, точнее геохронологических. Идут века, меняются дороги циклонов над Европой по приведенной выше схеме. Северный, средний, южный пути. По-разному сказывается это в гумидной, влажной и аридной, засушливой зонах. По-разному все идет и внутри аридной зоны в Западной и Восточной Евразии. В таблице сопоставляются цивилизации Китая и Европы. Первый и второй века – империя Хань и Рим, VI век – империя Суй и Франки в Европе, XI Суй и феодализм в Европе, XV век – империя Мин в Срединном царстве и возрождение в Европе. Наконец, XVIII век – Россия, подчинившая себе Сибирь, маньчжуры и Цинь в Китае, колонизация мира на Западе. Кажется, что тут нет ничего особенного. Все в разных вариантах было в предыдущих книгах «Хунну» и «Древние тюрки», но там сопоставляется история одного региона с историей другого, пусть даже с поразительной детальностью, но там это сделано без природы. Тот подход позволял собрать обширный материал этнической истории, сопоставить вроде бы ранее несопоставимое, обычно рассматриваемое изолированно. Запад есть Запад, Восток есть Восток. Привлечение природных факторов, периоды увлажнения и усыхания, даже в варианте каспидоцентризма, это определение самого ЛН, дает куда больше. ЛН считал очевидным, что 2000 лет назад площадь пастбищных угодий, а следовательно и ландшафты, были иными, чем сейчас. Кроме того, усыхание степи имело место в древности. В результате этих изменений хунская держава погибла. Что это? Традиционный, хорошо известный на Западе и на Востоке, Монтескье, Мечников, географический детерминизм, то есть объяснение всех исторических событий географическими факторами? Никоим образом. Сам ЛН сразу же отметил это, и не в угоду идеологии. Конечно, писал он, для крушения кочевой империи имелось сколько угодно внешнеполитических причин, но их было не больше, чем всегда, а до 90-х годов хунны удерживали гегемонию в степи, говоря: «Мы не оскудели в отважных воинах, и сражаться на коне есть наше господство». Но когда стали сохнуть степи, дохнуть овцы, тащать кони, господство хуннов кончилось. Примечание. Гумилев. Тысячелетие вокруг Каспия. Баку. 1991 год. Страница 248. Конец примечания. Все это обратный ход мысли по ЛН, то есть один из методических приемов, открытый и внедренный им. Ход рассуждений прост. Если мы знаем историю последних 3000 лет по письменным источникам, то передвижение степных народов, они более всего зависимы от климатических перепадов,
дают нам ключ к открытию и установлению того или иного периода увлажненности или, наоборот, усыхания. Этот вывод позволили сделать полевые работы 1959-1963 годов. Именно они дали основание для перенесения проблемы усыхания Средней Азии в иную плоскость, а также наметить опорные точки колебаний уровня Каспия, заполнив интервалы между этими точками и получить довольно стройную картину изменений климата на исследуемой территории. Примечание. Гумилев. Открытие Хазарии. Москва. 1966 год. Страницы 57-84. Конец примечания. Конечно, все это было совсем не так просто. Привлекались географические исследования на мезоуровне, то есть не только трансгрессия, наступление, и регрессия, отступление Каспия. В период до VI века они не были точно определены. Тут на помощь пришло изучение донных отложений залива Карабогаз-Гол, характер которых определяется уровнем Каспия относительно высокой отметки Бера, отделяющего залив от моря. По мнению Рихтера, очередная трансгрессия падает на конец II века и сменяется незначительной регрессией около IV века. Примечание. Гумилев. Тысячелетие вокруг Каспия. Баку. 1991 год, страница 277. Гетерохронность увлажнения Евразии в древности. Вестник ЛГУ, 1966 год, номер 6, выпуск 1. Гумилев. Гетерохронность увлажнения Евразии в средние века. Вестник ЛГУ, 1966 год, номер 18, выпуск 3. Конец примечания. Таких поисков деталей и, так сказать, мелких открытий у ЛН было много. Даже очень много. Одна из глав «Тысячелетия вокруг Каспия», книги относительно поздней в творчестве ЛН, называется «Хронософия». Сначала автор превозносит синхронистические таблицы. Принцип синхронности, писал Гумилев, позволяет представить ряды последовательных событий тем же способом, каким географ составляет карту, с той лишь разницей, что наряду с топо-основой учтена темпо-основа. Абсолютная хронология от нашей эры. Здесь важны и так называемые пустые места, так как они показывают периоды, в которые исторических событий не было, то есть пассионарность этносоциальной системы находилась в равновесии, иными словами, время было спокойным. Примечание. Гумилев. Тысячелетие вокруг Каспия. Баку. 1991 год. Страница 248. Дальше ЛН доказывает, что синхронистический подход лишь позволяет собрать большой и необходимый материал и является лишь подготовительным этапом. Дальше необходимо начинать отсчет не от того или иного, условно принятого за начало летоисчисления года, а от момента рождения, точнее зачатия этноса. Но это уже другая проблема, и о ней будет сказано позже.